Yevgeny Solomenko. Born in 1950, journalist Yevgeny Solomenko became one of Durdy Bayramov's closest friends and biographers. In 1972, Solomenko graduated with a journalism degree from the prestigious St. Petersburg State University. He eventually became a special correspondent for Komsomol Pravda, traveling all over former Soviet Union. He first met Durdy Bayramov in 1981 in Turkmenistan during one of his many work trips. Он поехал поступать в Москву в Суриковский институт, институт живописи имени Сурикова. Конкурс был колоссальный, 14 претендентов на каждое место. Но Дурды пробил себе это право, выдержал конкурс и стал учиться в Суриковском. Это были годы счастья, и это по-прежнему были годы испытаний. Потому что по-прежнему мучил голод, по-прежнему мучила бедность, чтобы не сказать нищета. Их в комнате общежития было 4 студента, вот экипаж машины боевой. И на 4 человек у них было всего 2 пальто. Поэтому, когда становилось совсем холодно, то на занятия ходили вахтовым методом. Сперва идут 2 этих, потом возвращаются, передают пальто, как переходящий красный приз, и идут другие 2. Ну, к ребятам приходили посылки с какой-то едой, значит, они друг друга подкармливали, и только к Дурды посылки не приходили, потому что некому было слать ему посылки. И Дурды безумно удивился, когда однажды ему сказали: «Дурдыша, вот тебе извещение, иди на почту, получай посылку». Он сперва сказал: «Да не, ребята, это ошибка, некому». Потом пришел и в самом деле получил большой ящик, тяжелый. Это ему прислал его учитель Геннадий Яковлевич Барсенцов. А посылке было немыслимое богатство. Были старые разношенные туфли, было старое, но теплое пальто, и это был момент счастья. И счастье даже было не в том, что у них теперь 3, а не 2 пальто на 4, а в том, что вот сейчас, как никогда, Дурды ощутил, что впервые в его жизни появился по-настоящему родной человек. У него появилась семья. Там, в Суриковском, судьба подарила ему 2 прекрасного наставника, изумительного педагога, профессора, а затем и академика Дмитрия Константиновича Бистия, который впоследствии стал его старшим другом, и вот любовь к которому Дурды, как и любовь к Геннадию Яковлевичу Барсенцову, пронес через всю свою жизнь. И опять они ночами не спали, потому что ночами они ходили на товарные дворы вокзалов железнодорожных, разгружали вагоны, чтобы как-то себе лишнюю копейку заработать и прибавить к тем грошовым стипендиям, которые тогда могло платить государство ребятам. По ночам они халтурили, готовили какое-то оформление стендов для домов культуры, для ленинских комнат, но чаще они разгрушали товарники, поскольку это было более денежным делом.
И опять не выспавшиеся, полуголодные, шли, садились в аудитории и постигали, что такое живопись, что такое трудное, можно сказать, кровавое ремесло художника. И в то же время они были счастливы, потому что это была Москва, потому что это были 60-е годы. И Дурды, и его товарищи, они принадлежали к тому поколению, которое там потом назвали шестидесятниками. Поэтому они купались во всем этом. В этом мире хрущевской оттепели, в этом мире, где издавались какие-то изумительные произведения и книги, и выходили какие-то изумительные книги, о которых речи не могло быть раньше. Когда распахнулось какое-то окно в мир, и в это окно вливался свежий какой-то весенний воздух. И в этом мире были вечера поэзии, каких-то новых, молодых, изумительных художников, которых потом узнал весь мир: Евтушенко, Рождественский, Вознесенский. В этом мире были концерты бардов, Окуджавы, Высоцкого. И они бегали на эти вечера, на эти концерты, и они были счастливы. Они захлебывались вот этим распахнувшимся перед ним миром культуры, миром духовности, миром прекрасного. Вот так он жил. А потом наступил момент, 1965 год, когда студент Байрамов стал дипломированным живописцем Байрамовым и вернулся в свой родной Ашхабад. И к этому времени у него на счету уже было несколько побед в конкурсах. Он вернулся ярким художником. Вообще в те годы в Туркмении, в ее искусстве сформировалась новая школа. Пришла целая волна молодых, дерзких, талантливых художников, которые обрели школу в лучших учебных заведениях Москвы и Ленинграда. Они были полны энергии, они были честолюбивые, они были полны хорошей дерзости, хороших амбиций. Они рвались к вершинам, они рвались за горизонт. И одним из самых талантливых из них, а может быть самым талантливым, не мне судить, был Дурды Байрамов. И с этого началась история его второй гибели. Потому что где талант, там всегда зависть. Там всегда подлость и чернота, это законы жизни. Потому что на каждого Моцарта всегда найдется свой Сальери. И потому что рядом с талантливым Дурды было много неталантливых, но тоже амбициозных живописцев, которые завидовали, которые смотрели на него глазами, исполненными злобы, ненависти, но при этом улыбались и подходили, и обнимали, и говорили: «Дурдышка, ты из нас самый талантливый». Да ты не талантливый, ты гениальный, ты гений, Дурдыша. Пойдем обмоем твой новый успех, пойдем обмоем твою новую картину. И они водили его по кабакам. И они обмывали вчера, сегодня, завтра. Они его спаивали. И у них это хорошо получилось. И над ним замаячил диагноз алкоголизм. Когда он мне рассказывал про это, он говорит: ты знаешь, вот было 3 года, когда ни одного дня я не был трезвым. И однажды вот так они привезли его в одну забегаловку в поселке Фирюза, недалеко от Ашхабада. И вот они сидели в этой пивнухе в очередной раз, и вот напивались пивом с водкой. И буфетчик подошел неожиданно и поманил Дурды пальцем, вывел во двор.
взял за грудки и сказал, что парень, ты что делаешь? Я слышал, ты художник. Я слышал, ты талантливый. На что ты размениваешь свой талант? На вот эту тошниловку мою? Дурды посмотрел на него, все, но все это продолжалось. И вот это была история его второй гибели. И наступил момент, когда его жене Гузели, которая к тому времени уже родила 2 дочек, все это смертельно надоело, ходить по Ашхабаду, отыскивать его пьяного, притаскивать на себе домой. И в один день она сказала: все, я забираю дочек и ухожу, а ты катись дальше вниз. Если ты сам за себя не хочешь бороться, я за тебя бороться больше не буду. И тогда он попросил у нее прощения и сказал: поверь мне, больше ни капли. Значит, эти слова, может быть, ничего бы не стоили, если бы он сам не хлебнул в своей жизни, что такое сиротство, и он, безмерно любящий жену и безмерно любящий своих дочек, просто не мог им позволить расти сиротами, хотя бы не полными, хотя бы только без отца. То есть это его настолько напугало, что после этого никогда, ни одной капли. И сколько раз я сидел с Дурды за дастарханом, за праздничным столом, а Туркмения – это сплошное гостеприимство, это сплошные дастарханы. И в его бокале, в его фужере или в его рюмке всегда плескалась только минеральная вода. Я мало знаю случаев, когда от этой беды люди излечивались. Но Дурды нашел в себе силы преодолеть это. Этот маленький, низкорослый мужчина с мягким голосом, с добрыми, улыбчивыми глазами, он в каких-то вопросах проявлял такую стальную несгибаемость. В нем был такой стальной стержень и такая сила, перед которой можно только снимать шляпу. Вот так счастливо закончилась история его второй гибели. И он снова вернулся в свою мастерскую, он снова взял в руки кисть, и он снова стал создавать полотно за полотном. И его картины получали все новые и новые призовые места на новых и новых конкурсах. Всегда перед своими учениками, о них я расскажу чуть дальше, он ставил сверхзадачу. Он их учил прежде всего не технике художественного ремесла, не вот мастерству живописца, а он их учил вещам чисто человеческим. И прежде всего, что труд художника – это каторжный труд. И что ты не состоишься как живописец, каким бы ты ни был мастером, талантливым от неба, если ты не научишься ставить перед собой сверхзадачу. И потом всю жизнь. И всю жизнь его сверхзадачей, как мне представляется, было создать образ Мадонны, Мадонны туркменской, Мадонны черных песков. Моя Туркмения, она должна быть связана с трудовой женщиной. Молодые там женщины могут быть, и могут быть и вдовы, которые остались вот от войны. И вот эта вот внутренняя красота, вот эта вот материнская ласка. Вот это настоящие женщины, матери, перед которыми я всегда преклонялся. И вижу такую в них доброту,
несмотря на то, что очень жестокая жизнь была, значит, война, может быть, кто-то остался без сына, без мужа, и в то же время остаться вот таким вот добрым, настоящей матерью. Я таких женщин не обожаю. Это очень честные, иногда безжалостные портреты. И вот в каждой морщинке, в каждой растресканности кожи на ладони этой женщине какая-то вот такая любовь художника, который их писал. И поэтому эти вот вроде старые, вроде некрасивые женщины, они оживали какой-то совершенно особенной красотой. И я считаю, что это вот как в русских сказках Дурды просто вот оживлял их живой водой своей неподдельной сыновней любви. Потому что вот он, вот так вот проживший и выживший без матери, не знавший своей матери, он искал мать всю жизнь. И он в каждой такой женщине видел свою мать. И он вот буквально озарял каждую из них своей такой вот неподдельной сыновней любовью.